Я попытаюсь сейчас за 20 минут рассказать о том, как запустить свой подкаст про общество на примере того, как это делаем мы. Меня зовут Катя Дыба, я географ, урбанист и ведущая подкаста «Цивиум». Вообще весь мой профессиональный опыт, он заключается в том, что я создаю и организую разные образовательные программы и много работаю с медиа в том числе. И вот я 5 лет работала в Высшей школе экономики на факультете городского планирования. И, собственно, делала разные образовательные проекты, формальные, неформальные, бакалаврские программы, разные летние школы. И, то есть это все было офлайн. И за это время накопился очень большой опыт понимания того, как экспертное знание, академическое знание передается, собственно, людям, которые хотят это знание получить. И мы с коллегами, я в том числе, поняла, насколько нужно, собственно, думать над этим форматом, потому что не так-то просто, на самом деле, человеку знания передать. И еще работая в вышке, мы с коллегами начали делать такие образовательные документальные фильмы по урбанистике и получили очень большой отклик, как со стороны, собственно, академического сообщества, которые знания передают, так и со стороны тех, кто эти знания получает, и поняли, что такой формат более... Ну, то есть документальное кино — это какая-то все равно эмоциональная такая некий арт-продукт, который помогает человеку эмоционально включиться в тему, и он становится такой входной точкой в сложную, может быть, иногда сложную академическую тему. Например, рассказать человеку про... Ну, то есть вообще вовлечь человека темой, например, жилищной политики довольно сложно. Но если показать на каких-то конкретных историях людей, о том, как кого-то переселили, кто-то попал в какие-то сложности, связанные с этим, рассказать какие-то личные истории, то человек моментально в это включается, сопереживает и уже увлекается этой темой, начинает сам разбираться, сам идти дальше. И, собственно, вот из всего этого, из того, что сейчас, и плюс из того, что сейчас много переходит всего в онлайн, родилась... С презентацией? Я могу продолжать? Собственно, из этого родилась идея делать подкасты, потому что это такой формат, который находится у человека в наушниках, и он очень близок к человеку. Мне очень сложно сейчас будет без презентации. Да. Нам можно вступить в диалог и закрыть эту брешь. Да, ну, в общем, на самом деле, поэтому мы много обсуждали с моей командой, с людьми, с которыми я работала, о том, как вообще вот это знание передавать людям, и мы поняли, что формат подкаста — это очень такая простая, честная, главное, что это очень честная история, которой человек верит быстрее, потому что голосом реально очень сложно обмануть на самом деле, как бы этого не хотел сделать. В общем, что такое подкаст? Подкаст — это, собственно, аудиоистория. Они бывают разных форматов. Существуют, так сказать, разговорные подкасты. Это может быть один человек, который что-то вещает. Это может быть ведущий плюс гости, которые что-то обсуждают. Это может быть формат интервью. И существует такой другой блок подкастов. Это подкасты нарративные, о которых я, наверное, сегодня чуть больше поговорю, потому что я, собственно, делаю нарративный подкаст. Нарративный подкаст — это такой аудиодокументальный фильм, когда есть некий сюжет, он как-то развивается в ходе подкаста, есть некие там подводки ведущих, комментарии, цитаты героев, там какие-то музыкальные эффекты и так далее. Собственно, да, вот о том, о чем я сказала, что почему мы выбрали этот формат для себя, потому что это для нас показалось самым честным и из того, как вообще можно донести какие-то темы до нашей аудитории. Человек слышит в своих наушниках голос, и у него складывается такое впечатление, что он на самом деле сам присутствует на этой беседе, и за счет этого появляется такой магический эффект аудио такого формата. Вот. Вообще подкаст может быть как такой приятным добавлением сайт-проектом какой-то большой инициативе, большому проекту. Также может быть и самостоятельным маленьким медиа, если есть, или не маленьким. Если есть какая-то идея, которую хочется раскрывать, можно подумать и сделать это, например, в формате подкаста, и это будет тоже очень интересно. Пару слов о том, как вообще подкасты в России сейчас работают. Я думаю, что сейчас уже каждый, наверное, слышал о таком, что вообще такой подкаст.
Хотя, тем не менее, конечно, аудитория подкастов все еще несравнимо меньше, чем аудитория видео в интернете. Но этот рынок очень сильно растет, и даже вот за последние 2 года, что там, я увлекаюсь этой темой, я вижу действительно большой рост, даже просто вот такое мое субъективное, может быть, мнение, но тем не менее. Вот по данным Яндекс.Музыки за 2020 год 1/3 всех слушателей Яндекс.Музыки слушает хотя бы раз в месяц подкаст. Это говорит о том, что люди, в принципе, знакомы с этим форматом и хотя бы знают, что это такое, и даже немного слушают это, и это как бы уже очень-очень хороший показатель. Пару слов, наверное, о том, что делаем мы. Подкаст «Цивиум», «Цивиум» на латыни «граждане». Это подкаст о горожанах, которые, наверное, в первую очередь для нас важно то, что они выбрали остаться в своем городе, несмотря на все сложности, которые их окружают, и выбрали остаться, и выбрали как-то изменить это и вступить вообще в какие-то процессы, которые меняют общество вокруг и город, в котором они живут. И это самое ценное. И, собственно, каждый эпизод мы выбираем одну историю, или несколько историй из разных городов, и пытаемся через эти истории личные раскрыть какую-то одну общественно значимую тему, на наш взгляд. Это может быть вообще все, что угодно, от качества воздуха до как раз каких-то, может быть, локальных медиа, до защиты исторического наследия и все, что угодно. Вот, например, последний наш эпизод, один из моих любимых, снова проблема. Один из моих любимых, расскажу пока про любимый эпизод нашего подкаста. О том, как питерские скейтеры построили скейт-парк на деньги городского бюджета. По-моему, это вообще супер и абсолютно неожиданно такое вообще услышать и узнать, что это можно сделать. То есть не могу сказать, что это довольно просто сделать, но познакомившись с этой историей, мы поняли, что это реально, что ребята, увлеченные своим делом, они нашли способ создать для себя ту среду, которую они хотят видеть. И они сделали реально классный скейт-парк под мостом, очень хорошего качества, где они могут тренироваться, где они могут проводить соревнования. И, соответственно, все это, то есть на этом примере мы, например, раскрыли такую тему, которая называется партисипаторное бюджетирование. Это ужасное словосочетание, которое, наверное, человек в здравом уме никогда не подумает даже изучить, что это вообще такое. Тем не менее, это как бы инструмент для активных горожан, которые могут что-то изменить в своем городе. Они могут это использовать. Вот в Санкт-Петербурге есть проект «Твой бюджет», и туда можно подать заявку, и можно получить финансирование под свой проект. И ребята действительно этим занимаются. И вот сейчас у них был сначала удачный опыт, точнее, сначала неудачный опыт, они не опустили руки и попробовали подать заявку еще раз, и, собственно, у них все получилось. И сейчас очень многие тоже спортсмены и какие-то активисты последовали их примеру и тоже подают заявки на этот конкурс, и, по-моему, это все супер. С нашей точки зрения, например, в этой истории важно то, что нам проще объяснить о том, что такое партисипаторный бюджет, через историю о скейт-парке, потому что людям это интересно, они это послушают, и они усвоят эту информацию. Если бы мы просто прочитали какую-то лекцию занудную на эту тему, наверное, наша аудитория была бы значительно меньше. Я дождусь, когда мне вернут мою презентацию, если это возможно. И дальше расскажу о том, как, собственно, несколько таких, наших, наверное, основываясь на нашем опыте, несколько таких, может быть, рекомендаций для того, как вообще запустить всю эту историю. Я сразу скажу, что я не буду вдаваться в супертехнические подробности, потому что, я вообще в нашей команде отвечаю за контент, я пишу сценарий, и я ведущая. И поэтому техническую часть я и не суперэксперт, чтобы, наверное, рассказывать, поэтому, я знаю точно, что сейчас уже куча есть статей в интернете, которые про это очень классно рассказывают. Можно просто потратить полчаса времени все это изучить и понять технически, какие микрофоны купить, в каких студиях записываться, как монтировать и так далее. Я, наверное, больше хотела бы рассказать про часть такую контентную, тем более, что мы делаем подкасты нарративные, то есть это истории, которые
истории людей, которые переплетаются с какими-то комментариями ведущих, выводами и так далее. И, конечно, это на подготовку такого продукта, такого материала требуется значительно больше времени, чем, например, сделать подкаст разговорный. Ну, там соотношение, мне кажется, в 4 раза больше времени идет на то, чтобы сделать нарративный подкаст, потому что, во-первых, и материала больше записывается, и ну, то есть вся подготовительная работа значительно серьезнее, потому что и сценарий надо продумать, и то есть текстовый монтаж тоже очень важная часть. То есть мы работаем, например, с текстами, то есть мы делаем всегда расшифровки интервью, и дальше смотрим, как бы, где человек, например, наговорил очень много воды, и пытаемся это своими словами переговорить, чтобы это занимало там пару фраз буквально или вообще одной фразой. И это облегчает восприятие очень сильно. То есть мы проделываем гигантскую работу чтобы слушателю было интересно, комфортно, приятно там, за 20-30 минут получить ту же самую информацию, которую там, можно было бы изучать, не знаю, 8 часов, например. Вот в этом, мне кажется, такая большое преимущество этого формата. И я всячески призываю на него обратить внимание, потому что в России не так сильно развит этот формат, хотя, вот, например, за рубежом там, это довольно популярная история. Есть такие целые там, сериалы, которые прям увлекают тебя, и ты в наушниках слушаешь сериал. И я, на самом деле, сама увлеклась, вот, мне кажется, когда послушала какие-то зарубежные подкасты этой истории. А в России, пока еще не так это сильно развито, все равно превалируют больше подкасты разговорные, но, тем не менее, мне кажется, надо в этом направлении двигаться и вообще повышать качество того, что происходит за счет нас самих. Вот. Как дела с презентацией? У нас, кстати, тоже очень хорошо развито движение скейт-парков. У нас недавно открылся как раз собранный на деньги горожан скейт-парк «Юность». И тоже у нас есть Кирилл Прохоров, горожанин, у него есть свой урбан-кружок, он тоже урбанист. И вот он как раз открыл, собрал деньги через краудфандинг. И теперь прекрасное место, где подростки могут заниматься. И это, кстати, для него хорошая идея сделать еще свой городской подкаст про это. Поэтому тоже еще одно вдохновение такое. Да, на самом деле очень интересно, когда начинаешь как-то погружаться в какую-то тему. Собственно, вообще наша идея — подкаст про общество, современное российское общество. Что это такое? Нам было интересно, я и мои коллеги, мы все много лет так или иначе работаем там, в теме урбанистики, в теме муниципального управления, городского планирования. И это все очень часто там, в нашей реальности бывает, есть такая тенденция, что мы часто ориентируемся на какой-то западный опыт. Мы говорим, вот есть какие-то лучшие мировые практики, посмотрите на это. Но по факту, когда ты начинаешь работать на месте, выясняется, что это не совсем все так, и лучшие практики не всегда действительно лучшие, и они очень часто, в принципе, подходят только для того места, где они были реализованы. И какие-то вещи очень, на месте все равно делаются по-другому. А самое главное, что есть какие-то проекты, инициативы, которые очень самобытные, которые рождаются там, где ты даже никогда не подумал, что они могут появиться. И это все просто какая-то абсолютно неизвестная ни для кого информация. Сложно вообще узнать, что там происходит, не знаю, в том же Петрозаводске или в Сыктывкаре или в Йошкар-Оле, когда ты в Москве окружен информационным полем, совсем, которое не включает все эти истории. И нам показалось интересным как раз попытаться найти эти лучшие практики, собственно, у себя самих, и посмотреть, чем вообще живут российские города. Оказалось, что очень много всего интересного, очень много классных проектов, и у нас там планы расписаны уже на несколько сезонов вперед, потому что это просто какая-то кладезь вообще всего, что есть. И как раз начинаешь в какую-то тему погружаться, выясняется, что в этом городе есть что-то подобное, а в этом городе есть что-то подобное. И это очень все органично и классно. Я не говорю о том, что не нужно вообще ориентироваться на зарубежный опыт, потому что действительно стоит смотреть вообще по сторонам и смотреть на то, что происходит, но также важно, и мы стараемся безоценочно смотреть на какие-то локальные абсолютно истории, которые порой бывают абсолютно уникальные и вообще инновационные. Если у меня есть еще время. У нас есть 5 минут на то, чтобы закончить презентацию, и 5 минут на вопросы. Да, хорошо. Вопросы можно задавать из фан-зоны. Фан-зона, привет.
и также в чате. Вот. Да, я быстро пробегусь. Собственно, запустить подкаст просто, но очень сложно сделать его популярным. Это как бы основываясь, наверное, на нашем опыте, потому что вообще популярность подкаста, несмотря на все какие-то маркетинговые там стратегии, какие-то способы продвижения, самое главное в подкасте — это контент. И если есть какие-то проблемы вот с этой честной передачей информации, то и вообще интересным контентом, то, в принципе, очень сложно, потому что люди, их как бы не обманешь, и они не будут слушать то, что им не интересно. Поэтому вот с точки зрения подкастов очень сложно как бы продать человеку то, что неинтересно. Поэтому вот, чтобы, наверное, начать, есть, на мой взгляд, есть там, может быть, 3 таких шага, которые нужно сделать. Первый — ответить на вопрос, для кого вы вообще это делаете, кто ваша аудитория, кому это будет интересно слушать. Это вообще касается любого, наверное, проекта, который вы начинаете, поэтому это какая-то важная часть. А важно изучить, какие уже есть подкасты на эту тему в России и в мире. Это тоже такое классное упражнение, потому что оно позволяет посмотреть, что есть. Может быть, с кем-то можно будет потом сколлаборироваться, придумать что-то вместе или кросс-промо какой-то организовать и увидеть благодаря этому свою уникальность, что в вашем проекте будет особенным, благодаря чему люди придут туда. И, собственно, собрать команду и распределить задачи тоже лучше на первом этапе, потому что это все довольно процесс такой быстрый, и потом уже будет тяжело как-то разбираться. Собственно, есть такие основные моменты, на которые нужно обратить внимание, там, название и обложка. Это вроде как бы такая оболочка, которая все равно работает очень классно. Я, например, слушала подкаст, и мне абсолютно не понравилась его обложка и название, но подкаст был сам очень интересный. Я бы никогда его сама не открыла и не начала слушать, если бы мне кто-то там не посоветовал и практически заставил его послушать. Поэтому это тоже важный момент, нужно как бы про это не забывать. Сразу нужно обозначить некую периодичность выхода эпизодов, потому что есть тайминг, под который нужно подстраиваться. И, то есть это может быть и там раз в месяц, в принципе, а может быть и каждый день, кому как это комфортно. Звук в подкасте — это вообще просто, наверное, основа основ. Тут есть куча разных вариантов. Советую просто потратить немножко времени, почитать в интернете, потому что там есть все, и какой микрофон купить, и как записывать на iPhone, как со студиями работать и так далее. Соответственно, музыка тоже важная часть, и тоже есть много вариантов. Можно купить музыку, можно на стоках поискать джинглы какие-то. Но, тем не менее, озаботиться этим нужно заранее, потому что это занимает какое-то время. И монтаж рекомендую. Можно разобраться самому. Есть бесплатные монтажные программы, есть платные монтажные программы. Можно найти просто профессионала, который будет это делать быстро и качественно. Нужен ли сценарий? В нарративных подкастах, да, сценарий нужен. Это вообще основа основ и как бы часть всей этой драматургии. Поэтому мы, когда работаем над сценарием, как мы делаем, мы там смотрим, что вообще происходит вокруг, придумываем тему. Кажется, что эта тема важна, ее нужно раскрыть, под нее мы ищем героев. Либо мы делаем это в обратной последовательности. Мы находим сначала каких-то героев, которые нам кажутся интересными, и смотрим, какую тему можем раскрыть через их истории. Пишем сценарий. То есть это какое-то общее понимание того, какие темы мы будем освещать в этом эпизоде. Записываем интервью с нашими героями. И потом переписываем сценарий, уже исходя из того, что было в интервью, потому что это всегда неизвестность какая-то, что человек расскажет. И, соответственно, мы делаем уже финальный вариант. И обязательно нужно сделать факт-чекинг, потому что это человек может сказать, ляпнуть что-то, а мы на это как бы будем полагаться, и на основе этого построим какие-то вообще глобальные выводы, и это будет некрасиво и непрофессионально, поэтому факт-чек обязательно нужно делать и уже адаптировать. То есть можно просто упомянуть в подкасте, что герой оговорился, например. Лучше это сделать так, чем если это будет звучать совсем некрасиво. Тут плюсы подкастов, что их можно записывать откуда угодно и где угодно, можно все оборудование переносное, и это вообще довольно приятное занятие. Не знаю, ничего, наверное, здесь не видно, это то, как мы работаем со сценарием, даже не буду на этом останавливаться. Подкасты можно записывать дистанционно, у нас герои из других городов, и в основном мы просто либо арендуем для них студию где-то, и созваниваемся по Zoom, и общаемся. Никаких в этом границ, ограничений вообще нет.
И последний мой слайд, несколько советов. Главное запуститься быстро, не нужно разжевывать слишком долго проект свой, потому что иначе это все может затянуться и запал уйти. И главное запуститься быстро, пусть это будет с ошибками немножко, пусть это будет не совсем как бы отточено. Все доработать можно в процессе, все изменить, отредактировать, поменять формат. Все это лучше сделать в процессе, ориентируясь на отклик, который дает, собственно, аудитория. Золотое правило подкастера: нужно иметь 3 эпизода в запасе, прежде чем выпускаться, точнее, чтобы было какое-то время на подготовку следующих эпизодов. Наслушанность — важный момент. Слушать подкасты вообще на любые темы, не обязательно в вашей сфере, можно вообще в любых других, просто чтобы понимать, что вообще происходит. Это очень вдохновляет. Сезонность. То есть подкаст лучше делать сезонным, потому что это позволяет делать перерывы, позволяет менять темы от сезона к сезону, и это такой классный способ, во-первых, самому себе делать передышку, во-вторых, как-то делать паузы для того, чтобы осознать, что вообще происходит. Не нужно переживать, если в начале запуска будут маленькие какие-то охваты и прослушивания. Это абсолютно нормально, это так у всех происходит. Подкасты вообще имеют накопительный эффект, и чтобы он стал слушаемым, нужно выпускать эпизоды, и тогда и к старым эпизодам добавляются прослушивания, и аудитория растет и слушает вообще весь проект целиком. И добавлять офлайн, то есть всегда классно, когда вокруг проекта есть какое-то сообщество, это какие-то близкие люди, которые поддерживают, помогают, участвуют, и здорово с ними общаться офлайн по возможности, проводить какие-то открытые записи, встречи и так далее. И тогда, собственно, надеюсь, всех ждет успех. Спасибо всем за внимание.